А вы когда-нибудь задумывались, что дерево — это чуть ли не самый универсальный материал? Из дерева можно создать практически все, от игрушек до предметов мебели. Из дерева строят корабли и возводят дома. В Уфе в музее имени Ленина открылась выставка деревянных изделий. Они все выполнены скульпторами, художниками декоративно-прикладного искусства и резчиками по дереву. Порядка 10 мастеров выставляют свои работы. Предметы самые разнообразные. Оказывается, сорт дерева влияет на его свойства. Здесь так много предметов, и все это ручная работа. Такой ковш называется ижау. В каждом районе республики он выполняется по-своему. Например, такой с цепочкой характерен для умельцев Зианчурского района. Многие предметы – это удачный тандем природы и человека. Но кто бы еще увидел в лесу среди коряк и повалившихся деревьев ножки для стола? Обучиться также умело работать с природным материалом можно во Дворце детского творчества, в студии «Берендей». Расскажите о своих работах. Здесь представлены, кроме моих работ, еще работы моих учеников. Дело в том, что я не профессиональный резчик и учусь вместе с ними. Вот. И некоторые дети режут не хуже, а даже лучше, чем я. Вот. Значит, у нас каждый год приходит примерно человек 60. Вот. Мы начинаем с самого простого. Но один из простых вариантов – это ложка. Вот она может быть самая простая ложка. Ложка с пословицей, как мы говорим, ложка с 3 шурупами. Уфа. Или, например, ложка «мальчик». У нас есть целая серия ложек «семья». Папа, мама и 3 детей. А если я захочу работать с деревом, что мне нужно знать? Те, кто приходит, должны иметь сменную обувь, карандаш, линейку и резинку. Все остальное у нас есть. Вот. То есть сначала мы вырезаем мелкие детальки, учимся держать ножик. Если я приду к вам в студию, через сколько я сделаю это блюдо? Каждый двигается по-разному. У меня был один ребенок, который за 1,5 месяца сделал годовую программу. И он начал с самого простого и сделал объемное лицо этого деда Берендея. Деревянной посудой у нас в Башкортостане пользовались всегда. Оказывается, если дерево обработать льняным маслом, оно перестает впитывать влагу и по своим свойствам не уступает глиняной посуде. Как вы поняли, из дерева можно сделать практически все. Главное, правильно с ним работать. Труд скульптора непрост, нужна сила и ум. Надо понимать, какому дереву нужен какой подход. Уникальность выставки в том, что дерево представлено во всем многообразии, от бижутерии до мебели. Подвески, кольца соседствуют с резным панно и скульптурой. Есть на что посмотреть. Алла Ахмадеева, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей.